утром! Добрым бодрым понедельником! Эфир открывает передача «Утро Калмыкии». Спешу поздравить всех и каждого с одним замечательным праздником, который отмечается сегодня. Праздником живота. Да-да, вам не послышалось. Думаю, этот торжественный день стоит отметить усиленным комплексом упражнений на пресс. Пусть живот будет красивым. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо, и мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно остаться над пяткой, спина прямая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение Спайдермен. Для этого нам нужен коврик. Мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. 1, 2. Движения плавные, не резкие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение. Обратный мост вытягиванием руки. У нас 4 точки опоры. Ноги и руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки. Выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю к противоположному. Потом прямая рука, нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 2. 1. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. А еще сегодня отмечается День какао. Почему-то многие думают, что какао стоит пить только перед сном. Но нет, друзья, этот напиток лучше всего пить как раз-таки по утрам. Поможет проснуться и взбодриться. Кстати, пить его можно и холодным. А что к нему приготовить лучше всего, смотрите далее. Всем привет, меня зовут Алтангирел, и сегодня мы с вами приготовим рулетик из индейки с беконом, черносливом и сыром. Сыр мы берем адыгейский, можно сыр фета брать. Берем стейк индейки и отбиваем его. Накроем пакетом, чтобы не забрызгать себя.
берем, отрезаем сыр, ломаем его. Чернослив нарежем тонкими ломтиками. И скручиваем вот таким образом наш рулет. Возьмем бекон, пару полосок и заворачиваем рулет в бекон. Ну, вот так. Теперь закрепим это шпажкой, наш шов, чтобы он не разошелся. Добавим немного растительного масла. Обжарим наш рулет с двух сторон. Сначала с швом вниз кладем, чтобы шов немного закрепился, а потом с другой стороны до румяной корочки и отправим в духовку на 15 минут при 200 градусах. Ну, все зависит от вашей духовки, от ее характера. У меня духовка очень мощная, мне достаточно 150 градусов. Возможно, вам нужно будет добавить градусы. Ну, вообще, индейка – это такое нежное мясо. И мне кажется, что индейка и бекон – это такое сочетание брутальности и нежности. И чернослив нам даст такую сладость. Мы обжарили наш рулет и отправляем его в духовку. Пока наш рулет готовится в духовке, мы с вами сделаем к нему соус. Для соуса понадобятся сливки. Сливки я взяла 10%, но можете взять и 20% в принципе. Так, и нам понадобится сыр. Сыр адыгейский. Добавила сливки. Сливки нагреются и добавим сыр. Наши сливки нагрелись. Добавим сыр. И все это непрерывно перемешиваем. Наш соус готов, и добавляем его к рулету. Приятного аппетита! Дорогие друзья, доброе утро всем тем, кто только к нам присоединился. А у нас в студии, смотрите, какой колоритный персонаж. Это Ачир Тербатаев, специалист Центра по развитию калмыцкого языка. Звучит грозно. Доброе утро. Доброе утро. Ачир, давайте по порядку. Откуда вы знаете так хорошо калмыцкий язык и почему вы оказались в этом центре? Не сказать, чтобы я прям хорошо знаю калмыцкий язык, но мои родители хорошо говорят на калмыцком языке. То есть я с детства всегда слышал эту речь. С детства всегда слышал эту речь, и в детстве мы в основном разговаривали на русском. И у меня была такая ассоциация, что калмыцкий язык это прерогатива взрослых. Что это язык взрослых, а русский язык детский. Я же не знал, что есть деление. Русский, калмыцкий язык, там английский и так далее. Вот, и вот как-то так вот. Воспитание в школе хорошо учил. Моя мама калмыковед, 30 лет проработала в школе. Вот. И калмыцкий язык всегда она у меня вела. Вот. Ну, вот так вот, участвовал в олимпиадах, всяких конкурсов, конкурс часов и так далее.
Ну и вот так вот. Вот и все. То есть это было очень естественно, плавно. Да. Все само собой. А в чем заключается ваша работа? Расскажите чуть подробнее. Ну, сейчас на данный момент я работаю в Центре по развитию калмыцкого языка. Это бюджетное учреждение при Министерстве образования. У нас 8 различных направлений. Одно из таких направлений, в котором лично я задействован, это изучение старописьменных памятников. То есть мы занимаемся переложением со студобичик, со старокалмыцкой письменности на современную А письменность. что такое тодобичик? Письменность студобичик — это старокалмыцкая письменность, айратская письменность. В 1648 году ее создал великий просветитель, наверное, величайшая личность в истории айратской калмыцкой культуры, ученый лама Зая Пандита на основе старомонгольской письменности. И вся уникальность в том, что Зая Пандита создал не один алфавит, Так. а 3 алфавита. Ага. 3 алфавита. То есть один алфавит использовался только для монгольских слов, второй алфавит для тибетских слов, третий алфавит для санскритских слов. Вот так. Один человек придумал сразу 3 алфавита. Сразу 3 алфавита, да. Ну, он совершенственно знал тибетский язык, совершенственно знал свой родной язык. Ну вот, и за всю свою переводческую деятельность он перевел около 200 религиозных текстов. И на данный момент вот мы занимаемся изучением старописьменных памятников. Вот непосредственно сейчас, в это время, я занимаюсь переводом сборника эпических сказаний Айратов Синдзяна. Ага. Это объемное Да, это много, это долго, я полгода этим занимаюсь уже. и примерно еще столько же. И в будущем планируется издание книги. А какие языки там будут? Только на калмыцком языке? Только калмыцкие. Ага. Просто интересно, вдруг еще и на русском. Бывают же такие Ну, это, сборники, видите, где сразу несколько да, языков. но поэтому- дело в том, что эпические сказания, они пишутся, они поэтические, это не проза. И то есть переводить это тяжело, нужен художественный перевод. А художественный перевод это плохо, потому что он отдаляет да, от оригинала. Да. Кстати, что можно сказать и в Джангаре, выписать Джангаре, точно так же. До Джангара дойдем. И еще напрашивается такой вопрос. А можно сказать, что калмыцкий язык, понятно, что он живой, естественно, мы на нем говорим. Не все, но говорят все-таки люди. И можно сказать, что есть старокалмыцкий и вот новый калмыцкий? Или Как он сказать? сохранил себя полностью? Ну, нация меняется, времена меняются, ну, соответственно, язык меняется. Но айратский литературный язык 17 века, который был при Зая Пандите, мы можем прочитать и можем его изучить. Потому что у нас есть старописьменные памятники. И этот язык великолепный. А появляются ли какие-то новые словечки в, ну, скажем так, может быть, сленговые какие-то в калмыцком языке? Именно в калмыцком языке? Да, именно в калмыцком. Ну, я таких не знаю. Я знаю, что есть в русском языке от калмыцких слов образованные слова. То есть мы их используем. Все, поняла. Это интересно. Но пора переходить к эпосу Джангар, нашему великому памятнику. Вы, получается, сказитель этого эпоса? Исполнитель. Исполнитель, простите. Что уже успелось сделать в рамках проекта, где вы принимаете участие? И можно про него чуть подробнее? Вообще, я 3 года назад даже не думал, что буду исполнять эпос. То есть летом 2019 году я начал его учить, потихонечку начал учить. Просто для себя? Да, учить, и все, и так пошло-поехало. То есть как-то это не было какой-то определенной целью. То есть просто захотелось, и все. Такой внутренний позыв. Что еще надо сказать о проекте? Ну, во-первых, как я вообще познакомился со своими соратниками, да, кто сейчас вместе со мной этим занимается проектом. Это редактор Калмыцкого национального интернет-радио Юрий Юрьевич Цукиров и звукорежиссер Эрни Манджиев. Мой друг, близкий друг, товарищ Санал Манджиев, работал в газете. В то время, когда работал в газете, он еще на радио выступал в качестве ведущего на радио в разных передачах. Вот. И он меня в один день пригласил меня, это где-то в прошлом году, в сентябре, в начале сентября. Он меня пригласил на передачу, мы с ним записали передачу, поговорили на калмыцком языке, о Джангаре.
Вот. И потом, потом я уже начал, поближе познакомился с Юрием Юрьевичем, с Ирнеем Манджиевым. И как-то оно само собой. Мы решили просто взять и записать. Идея, да? Да, вначале сказали, может прочитать его на калмыцком. А зачем его читать, когда его можно исполнить? Вот. Начали записывать, несколько глав мы записали. Так. Вот. Но потом летом Юрий Юрьевич, редактор радио, он от РИА Калмыкия подал заявку на грант на запись 10 глав эпоса «Джангар» вживую. И вот с 1 сентября мы уже этим занимаемся. На данный момент мы записали 9 глав. О, 9 глав осталось. вы на финишной прямой, можно сказать. Да. Эти записи будут в открытом доступе. Отлично. В январе мы уже начнем их потихонечку публиковать. Все могут послушать. И когда я начинал учить джангар, мне было тяжело, потому что есть записи отрывков. Одноминутные, двухминутные, трехминутные, старых джангарчи, которые можно было бы, слушая, изучить. Да? Вот. И надеюсь, кто-то через лет 10, 20 или 30 услышит эту запись, откроет книжку, текст, и ему уже будет легче учить. Так что моя личная задача в этом — оставить какой-то след. А вас можно назвать джангарчи? Нет, нельзя. Почему? Сейчас у нас в обществе джангарчи называют людей, которые исполняют джангар. Да. Кто-то выучил, допустим, 50 строк, 100 строк эпоса, исполняет, и его народ автоматически его называет джангарчи. Это неправильно. Так не должно быть. Разбиваем стереотипы. Потом еще один стереотип, что если человек поет горловым пением, то значит он джангарчи. Неверно. Тоже стереотип. Как это было в прошлом? Так. Человек начинал изучать джангар и должен был выучить несколько глав целиком. Как минимум 2-3. Целиком, от начала и до конца. Это объемный текст. Вот самая маленькая глава, допустим, например, около 200 строк. Самая большая — 5000 стихотворных строк. Вот. И человек, кандидат в звание джангарчи, он собирал влиятельных людей. То есть это влиятельные люди того времени, те ламы, князья, зайсанги и так далее. И в течение нескольких вечеров исполнял весь свой репертуар. И тогда, скажем так, да, условно, это комиссия. Ну да, это комиссия. Комиссия, да, полноценная. И тогда после того, как он исполнит весь свой репертуар, комиссия делает вывод: назначать, давать человеку звание джангарчи или нет. Ага, то есть даже несмотря на то, что он выучил все, рассказал, показал, что может и как, его могли не допустить. Комиссия еще должна решить, давать или не давать звание. Ого. Ну и если человека признавали джангарчи, сказителем, то его пытались вознаградить, и слава о нем расходилась уже по всей местности, где он жил. А сегодня можно сдать такой экзамен? Есть комиссия, как тогда? Сейчас, ее можно собрать при желании. Но это люди должны быть знающие калмыцкий язык и понимающие, о чем идет речь. То есть, допустим, если человек не знает калмыцкий язык, откуда-то там какой-нибудь чиновник, тогда нет смысла его назначать комиссии. Все понятно. Раньше у нас существовало много сказительских школ. Когда я говорю сказительская школа, я имею в виду не здание, где дети учатся, да, а сказительская школа, когда учитель учит ученика. И эти школы не выходили за пределы рода. Не выходили за пределы рода. Нельзя было допускать других людей в свое искусство из другого рода. Вот. И основные сейчас, да, еще надо сказать о том, что много глав эпоса просто не были записаны на бумагу. Сейчас на данный момент записано 28 калмыцких оригинальных глав. Но если еще считать одну главу Наймана Джукаева, то 29 глав записано. Но в Синьцзяне записано более 70 глав на бумаге. У айратов Синьцзяна. Вот. И у нас даже не самые основные, а в 20 веке было 7 поэтических школ. Это сказительская школа Эляновла, Икибухусовский аймак, Молодец. Благодаря памятнику все, да, хотя бы на слуху. Благодаря Намту Ачирову и Котвичу, ученому монголоведу.
Вот, сказительская школа Ильяна Ула, Малодербецкий, Улус, Икибухусский аймак, сказительская школа Давыша Валиева, Икицухуровский Улус, Иркетеновский аймак, сказительская школа Малодербецкого Улуса, Баруновская школа, Нойнахинский аймак, это я перечислил 3, да? Богатсухуровская школа, Богатсухуровская версия Джангара, это сейчас Юстинский район, Богатсухуровская версия, Харахусовская версия, Эпоса Джангар, это сейчас Ута-Хулхута и часть Астраханской области. Версия Джангара донских калмыков, которая была записана на Дону в 1901 году. И версия Джангара Насанки Балдырова. То есть 7 версий, 7 разных эпических школ, то есть 7 разных эпических стилей. Эпический стиль, он собой подразумевает свои эпитеты, свои метафоры, свои общие места, то есть они все разные. И персонажи могут быть разные. Допустим, персонаж из одной версии в другой версии, они не одинаковые, они могут быть разными, с разным характером, и даже имена могут немножко отличаться. Ух ты! Вот. В 20 веке, к сожалению, эти школы прекратили свое существование, и сейчас у нас нет, в Калмыкии нет ни одной сказительской школы. Эпического стиля сказительской школы ни одного нет. Линия, которая не прерывалась бы. То есть линия, понимаете, да, идет от отца к сыну, от дяди к племяннику и так далее, и так далее, и так далее. Ачира, поделитесь своими планами. Что дальше планируется у вас после проекта? После проекта, ну пока сейчас прям четко установленных планов нет, но думаем о том, чтобы провести этот экзамен. Я бы хотел попытаться это сделать. То есть, допустим, за 3 вечера исполнить 11-12 глав эпоса. Это тяжело, морально тяжело и умственно тяжело, потому что большой объем, но тем не менее, я думаю, это можно сделать. Кстати, хотелось бы это сделать. Вы упоминали, что вы записали только 10 глав. А почему 10? Которые идут по порядку, верно? Нет, они не идут по порядку. Дело в том, что на данный момент я выучил 11 глав, а мы решили записать 10, ну, круглое число. 11 как-то не так, а 12 я не знаю, 12, а 10 уже звучит. Ну, вы ведь еще выучите. Ну, есть в планах? Конечно, есть, конечно, есть. И, моя самая любимая версия, эпоса Джангар, Богатсухуровская версия, представлена 3 главами. Там только вступление к эпосу — это 1000 строк. О. А сама глава, сами главы по 2, по 3, 4 тысячи строк. А в одной строке... На это уйдет много времени, несколько лет, мне кажется. Но я хочу взяться именно прям за нее. Я не сомневаюсь, обязательно у вас все получится. И вот напрашивается еще один такой вопрос. А в одной строке примерно сколько слов? 2, 3, 4, 5, По-разному. 6, да. Угу. Хорошо. И, повторюсь, уверена, у вас обязательно все получится. И Спасибо. сейчас время пожелать нашим дорогим зрителям что-нибудь хорошее. Каждый человек в своей жизни задумывается, кто я, зачем я живу, в чем смысл моей жизни и так далее. Да? Каждый человек в каком-то, кто-то в зрелом возрасте, кто-то в пожилом возрасте, кто-то раньше об этом задумывается, кто-то в молодом возрасте. Вот. И чтобы понять себя, надо изучать родную культуру. А почему? Потому что от генов никуда не деться. Генетика есть генетика. И чтобы понять себя, надо понять себя через изучение родной культуры и языка. Только так. И поэтому я желаю зрителям сегодня взять словарь и выучить 50 калмыцких слов, например, или взять книгу в библиотеке, почитать об истории, о традициях и ответить на вопрос «Кто я?». Еще раз доброе утро всем, кто только присоединился. У нас сейчас время ответов юриста Александра Килочкова на вопросы от вас, дорогие зрители. К нам поступил один интересный вопрос, и звучит он так. Обратился в государственную стоматологию и удалил зуб. Через несколько дней пошло заражение, абсцесс, и пришлось обратиться в хирургическую клинику города Волгоград. В этом случае можно ли что-то взыскать с государственной поликлиники? Эти отношения должны регулироваться федеральным законом
об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. В этом законе установлено, что лечащий врач обязан следить за своими должностными обязанностями и ни в коем случае не допускать ухудшения состояния больного. Опять же, тут могут возникнуть гражданско-правовые отношения, если будет установлено, что это частная клиника, например, как правило, частная клиника. Бывает не только в государственных клиниках возникают такие подобные ситуации. Если в частной клинике, то тут уже отношения регулируются законом о защите прав потребителей. Если это государственная клиника, то тогда можно обратиться с административным иском о взыскании компенсации за причиненный ущерб. То есть, опять же, необходимо провести медицинскую экспертизу соответствующую, которая будет проводиться уже во время судебного заседания. Тогда судья определит степень ущерба и порядок возмещения. Также, если сторона за свой счет уже, потому что это здоровье, с ним медлить нельзя, если сторона за свой счет уже возместила себе увечья, ущерб и исправила увечья, то в этом случае, если судья решит, опять же, решение может быть таким, что обяжут бюджетное учреждение возместить денежные средства, которые потратили на лечение. Ну и в завершении классика жанра, в конце исковых требований всегда необходимо указывать сумму морального вреда, которую вы просите для компенсации. Сумма морального вреда должна быть обоснованной, то есть она должна исходить из реальных страданий, которые вы понесли и которые вы испытали при незаконных действиях со стороны ответчика. А теперь время полезных советов от Карины Бадмаевой. Сегодня она поделится, скажем так, компьютерными лайфхаками. Что нужно делать, если вы много времени проводите за компьютером? Внимание на экран. Всем доброе утро! С вами Бадмаева Карина. Порой нам приходится подолгу сидеть за компьютером. И я поделюсь с вами советами, которые помогут совершать комфортное, а главное здоровое времяпровождение за компьютером. Первое, а самое главное правило гласит о том, что между вашими глазами и монитором должно быть не менее 50 сантиметров. Вычислить это можно путем вытянутой руки. Вот так. Не забывайте, что как бы вы идеально не обустроили под себя ваше рабочее место, ваше тело будет уставать. Чтобы это предотвратить, важно менять положение монитора, клавиатуры или же кресла. Всегда давайте вашим глазам отдохнуть. Делайте разминку для глаз или же простое упражнение, которое я вам сейчас продемонстрирую. Когда вы работаете за монитором, фокусируйте взгляд на отдаленный объект. Потом снова на монитор и снова на дальний объект. Такая разминка, очень простая и легкая в применении, поможет вам сохранить ваше зрение. Время от времени вставайте и разминайте, растягивайте мышцы рук, спины и шеи. Передача подходит к концу, и я спешу пожелать вам отличной недели и много-много улыбок в ней. Пока-пока!